Здравствуйте, уважаемые телезрители! На Юргане начинается рабочий полдень. Как всегда в нашем эфире мы обсуждаем актуальные темы, делимся полезной информацией с вами. Для начала подборка новостей. В Коми предлагают ввести новое звание «Почетный волонтер». Сегодня на территории республики действует более 150 добровольческих объединений. Всплеск их активности связывают с объявленным годом добрых дел в регионе. Более 30 добровольческих объединений занимаются конкретно социальным волонтерством. Охват благополучателей при этом почти 4000 человек. В частности, волонтеры этих объединений оказывают посильную помощь детям с инвалидностью. Порядка 10 организаций занимаются тем, что помогает малоимущим. Охват таких получателей на сегодня составляет почти 3000 человек. В декабре 62 долгожителя Коми получат поздравления от президента России. Именные поздравительные письма за подписью Владимира Путина направлены жителям региона, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, отмечающим в декабре юбилейные дни рождения. 49 человек в декабре отметят 90-летний юбилей, 12 ветеранам исполнится по 95 лет, а одна жительница Сыктывкара отметит 100-летний юбилей. Из 62 долгожителей надо отметить, что 53 человека – это женщины, 9 человек – мужчины. Все-таки вот мужчины, мы как-то вот пока себя не дотягиваем, но ничего. Движемся дальше. Хорошая спортивная новость, радостная. Сыктывкарская баскетбольная Ника в рамках очередного тура Суперлиги 1 провела выездные поединки против Курского Динамо Фарм. Если в первом поединке подопечные Ольги Дорониной уступили в 6 очков, 77-83, то во втором смогли взять убедительный реванш, итоговый счет второй встречи 88-53. И в заключение такая предновогодняя новость. Все-таки уже декабрь, и можно сказать, что главный праздник, наверное, не за горами, один из главных праздников. Якутский пенсионер Анатолий Филиппов в преддверии новогодних праздников слепил елку из навоза. Новогоднее дерево украшено шарами, а макушку венчает красная звезда. Анатолий каждый год к Новому году возле дома делает снежные фигуры, устанавливает елку, но в этом году впервые слепил ее из навоза. И таким ноу-хау удивил жителей, рассказали в администрации населенного пункта, где живет Анатолий. Ну а сейчас в нашей рубрике «Советуют специалисты» мы узнаем о новом проекте для милых дам, в котором им предлагается полностью преобразиться. «Саботаж» – это проект для прекрасной, удивительной половины человечества, для женщин, и он направлен на преображение как внутреннее, так и внешнее. «Саботаж» – это не сухой, не пресный проект, где дают очень много информации, просто потоки, тома теории. В «Саботаже» на каждой стадии нашего саморазвития идет тренинг, идет занятие, дается какая-то информация. Она сразу же отрабатывается, то есть мы сразу все это на практике включаем в свою жизнь. Либо саботажницам дается 72 часа для начала реализации того, что им дал тренер. Ну и, конечно, плюс еще вот это эмоциональное состояние, в которое они включаются в тренинге, плюс энергетический поток, который заряжает их, тоже делает свое дело, как говорится. И эта информация не стирается быстро с головы, потому что они уже начинают ее практиковать в жизни. Программа «Саботажа» всегда разная. То есть «Саботаж» — это проект, состоящий из разных курсов по длительности, по содержанию, поэтому программы никогда не повторяются. И вся программа построена по нарастающей. То есть сначала работаем с внутренним миром, да, подготовка такая некая. Потом где-то даем физические еще занятия. Где-то мы вырываем из зоны комфорта девушек. Для этого нам очень хорошо помогает наш сильный партнер спортивный центр «Скала». То есть там и в воздухе, и на суше, и в воде, как говорится. Ну и вообще очень здорово, когда собираются разные люди. По энергетике, по характеру, по стойкости. Кто-то более нежный, кто-то жесткий. И когда они обмениваются с друг другом, это происходит вообще уникальная магия какая-то. И когда наблюдаешь за этим, просто в душе происходит такое непонятное что-то. И ты понимаешь, что все, что ты делаешь, действительно очень значимо для этих людей. И пусть этот проект, возможно, не будет каким-то масштабным, но главное, что именно для этих людей сейчас случилась эта магия под названием «Саботаж».
Ну а теперь к основной теме нашей программы. Наша кожа – крупнейший орган тела, который защищает организм от всех внешних воздействий, помогает регулировать температуру тела и выполняет множество других важнейших функций. Поэтому очень важно сохранять ее здоровой. Как это сделать, сегодня узнаем. Если у вас есть вопросы по нашей теме беседы 46 90 60, как всегда, мы будем рады ответить, по крайней мере, постараемся вам помочь в рамках нашего эфира. И я с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью. С нами в студии Татьяна Коми, врач-дерматолог Республиканского кожно-венерологического диспансера. Татьяна Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот, может быть, вы меня поправите, вот некоторые функции я кожи обозначил. Таковы ли они, какие, может быть, еще функции выполняет кожа в нашем организме? Вы сказали часть функций, которую выполняет наша кожа. Я бы добавила вот что. Поскольку кожа является, вернее, стоит на границе между внешней средой, в которой мы обитаем, и нашим внутренним состоянием, она берет на себя очень важный такую важную функцию, как барьерную. И вы совершенно верно отметили, что основной функцией является защитная кожа, защитная функция нашей кожи. Кроме этого, это эндокринный орган, самый крупный в нашем организме. Эта кожа выполняет выделительную функцию, дыхательную функцию. Кроме того, меланообразующую, то есть формирование пигмента, и косметическую функцию. Кроме этого, конечно, есть еще много таких нюансов, как терморегуляция. Кожа имеет много рецепторов на своей поверхности, формирует нашу чувствительность. И имеет еще придатки, это железы, сальные железы, потовые железы, придатки кожи, это волосы, ногтевые пластинки. Все это вместе составляет нашу защиту, нашу красоту и формирует наше здоровье в какой-то степени. А насколько зависит состояние кожи от региона проживания? Вот что здесь можно было бы сказать? И, может быть, в каком-то регионе у людей, если так можно, образно говоря, кожа толще, где-то нет. И вот от региона проживания сильно зависит состояние кожи? Состояние, наверное, зависит, я так думаю. Но вот то, что вы обозначили в своем вопросе, скорее это индивидуально, потому что люди проживают в разных климатических условиях. Здесь имеет значение наследственность, тип кожи. Мы тоже их подразделяем на несколько типов. Скажем, человек более белокожий, либо у него более пигментированная кожа. Как он будет переносить ультрафиолет, либо условия низкой температуры, повышенной влажности и прочих факторов внешних, в которые человек попадает. Если у него есть предрасположенность к каким-то заболеваниям, то они могут обостриться в одной климатической зоне, а в другой не обостряться. Вот я бы так ответила. А как узнать, какой у тебя тип кожи? Вообще, сколько типов кожи? И как узнать, какой у тебя? Можно ли это сделать самому или надо все-таки прийти, допустим, к вам на прием? В дерматологии есть подразделение на типы кожи. Мы ее различаем как сухую, жирную, насколько активна работа сальных желез и где эта работа выражена более сильно, где мы это можем замечать некоторые признаки клинические. Человек может сам уже кое-что нам сказать, когда мы с ним беседуем, мы уже можем предположить, какой у него тип кожи. Потом осмотр визуальный дает врачу информацию. Кожа — это зеркало нашего здоровья, и поэтому, смотря на кожу наших пациентов, мы уже можем что-то предположить, спрогнозировать. Ну и плюс еще инструментальные методы, которые тоже применяются для исследования как жирности, так и влажности, тургора кожи и других параметров. Есть у нас телефонный звонок. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Вот у меня вопросик гостя. Скажите, пожалуйста, у меня жирная кожа. Насколько часто можно мыть кожу лица мылом? Спасибо. Мылом. Заочно, конечно, сложно определить, насколько часто, но если сказать в общем, не видя состояние вашего кожного покрова, часто мыло использовать нельзя. Почему? Потому что мыла содержат компоненты, которые могут пересушить кожу. То есть повышенное салоотделение нужно
при повышенном салоотделении нужно применять такие средства, которые регулируют этот процесс и не высушивают вашу кожу, но и в то же время не оставляют ее в том состоянии, которое вам не нравится, не делают более жирной. Поэтому, если все-таки кожа склонна к жирности, нужно использовать средства специальные, которые ориентированы для этого типа кожи, но следить, чтобы не пересушить. Ну и резюме такое, что часто, конечно, нет. Нельзя. Я не знаю, какое мыло вы используете, вот, но если брать простое щелочное мыло с простым таким составом, то, конечно, не часто. А вот мыла, которые соответствуют pH кожи, они подойдут или нет? Или тут... Ну, дело в том, что, опять же, особенность нашей профессии мы должны все-таки видеть. Конечно. Пациента, Согласен. человека, и уже от этого отталкиваться. Что касается кислотности, вот pH, которую позиционируют вот в этих средствах, да, мы этого придерживаемся, но сейчас есть новые данные, которые говорят о том, что лучше кожу, может быть, даже закислять, чтобы она не страдала и была, вернее, обладала более такими выраженными защитными свойствами. Поэтому, ну, примерно этого можно придерживаться, пожалуйста. А если нужно индивидуально подойти Но лучше, к конечно же, решению проконсультироваться, проблемы, поэтому, да, нужно уважаемые посмотреть, телезрители, лучше, да, посмотреть. запишитесь, пожалуйста, на прием. Ну а пока можете до нас дозвониться, 46 90 60, попробуем ответить на все ваши вопросы, насколько это возможно. Давайте поговорим о сезонности. Вот мы были сейчас в такой осенний период, сейчас переходим в зиму. Что в этом сезоне происходит с кожей, как себя правильно с ней вести? Зима – это низкая температура, это ветер, это перепады геомагнитного фона. Он меняется очень часто, тем более на севере. Это Поэтому тоже влияет на кожу? Обязательно, обязательно. Потому что, ну, еще возраст. В каком возрастном периоде человек находится. От этого тоже зависит формирование ухода за кожей. Ну, основное – это потеря влаги. Кожа может выглядеть пересушенной, чувствительность повышается кожи у некоторых Это, наверное, лиц, человек даже сам может чувствительной почувствовать кожей. просто, да? Да, То есть так и ощущение чувствую, да. стянутости, Да, которая это вот дети вот Мгм. часто жалуются на это, особенно бывают обветренные, вот красная кайма губ, щеки, то есть лицо, по сути дела, прежде всего. А кожа тела может быть более сухой, потому что сухой воздух в квартирах, поскольку используется центральное отопление чаще, чем в летний период. Нет такой влажности, солнца не хватает, поэтому вот общая сухость может присутствовать. Она может быть патологической, а может быть физиологической. Это мы тоже, когда видим человека, мы ему об этом говорим. Поэтому в зимний период времени очень важно увлажнение, правильно проводить и питание кожи, в зависимости от этих вот факторов, о которых я сказала. Есть у нас снова телезритель на связи. Добрый день. Здравствуйте. Алло, здравствуйте, Северин. Слушаем Я вас. бы хотел спросить у вашей гости вот, на тему этих мыл, да, всяких. А вот я в последнее время очень, так скажем, полюбил мыться со всякими вот гелями для душа и так далее, потому что у них приятное ощущение, ну, остается, да, на теле. И такой немножко такая, ну, такая маслянистая пленочка, но она потом, конечно, исчезает. Вот. А я хотел спросить, ну, могут ли вот эти гели для мытья, да, какой-то вред, или я не знаю, или может они абсолютно безвредные, но есть ли, ну, вероятность того, что они какой-то вред могут принести, если часто ими пользоваться? Мгм. Спасибо. Спасибо за вопрос. Вреда они не принесут, а то, что вы сейчас рассказали о средствах, которыми пользуетесь, скорее всего, там содержатся те компоненты, которые как раз-таки предохраняют кожу от пересушивания. Такая пленочка, о которой вы рассказывали, она защищает. Вот. Другое дело, что качество гелей, вот именно состав нужно опять же знать и понимать, что ты используешь. А вреда они не принесут. Если только вы не чувствуете, что после использования этих средств у вас кожа не стала более сухой или более раздраженной, если хорошо Это может быть переносите. индивидуальная реакция организма Да, уже, наверное, да, могут быть индивидуальные реакции организма. И как часто вы используете? Есть эти средства для ежедневного использования, а некоторые нужно использовать гораздо реже. То есть прочитать информацию об этом средстве. А вот уже много споров ведется о том, как часто вообще нужно принимать душ и вообще мыться, в том числе и с мочалкой. Что мы могли бы вот в этой части сказать? Ну, мыться нужно настолько часто, насколько это необходимо. Другое дело, что в стремлении за чистотой иногда человек, его подводит чувство меры.
И трение мочалкой, различными скрабирующими средствами приводит к тому, что вот нарушается как раз-таки защитный барьерный слой кожи. Мы смываем гидролипидную мантию, которая естественным образом формируется и существует у нас на коже. Поэтому, если человеку нужно часто использовать душ, например, то он должен подобрать себе средства для ежедневного использования. Часто это сделать легко. Либо обратиться к средствам специального ухода, которые составлены соответствующим образом, не вызывают аллергических реакций, не вызывают сухости кожи. Это обычно аптечные средства. Или же, если человек, скажем, по своему роду деятельности, образу жизни не требуется ему очень частое мытье, либо кожа этого не позволяет, но в таком случае тоже подобрать для себя какие-то компоненты, которые содержат кремовые добавочки, более такие питательные, щадящие. А мыться обычно часто нужно прибегать к такой гигиене подросткам, у которых секреция потовых, сальных желез, она имеет свои особенности. А вот в детском возрасте, например, или же в более пожилом возрасте, здесь нужно соблюдать чувство меры. Очень сильно кожу тереть не надо. Надо все-таки ее так защищать, любить и больше бережно к ней относиться. Есть у нас снова телезрители, желающие пообщаться. Добрый день. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Я вот звонила по поводу мыла. Скажите, пожалуйста, вот у меня на локтях и на коленках такая темноватая кожа. Я вот даже иногда как бы дискомфорт чувствую летом, вот одеваю что-то длинное. И вот если кошка вот у нас есть, например, она чуть-чуть так поцарапает, вот когда эта ранка вот это заживает, остается темное пятно, как бы темное остается на этом месте. Скажите, пожалуйста, с чем это связано? Спасибо. Заочно можно предположить, что у вас может быть такие физиологические изменения, которые могут быть нормой для вас. Надо побеседовать, почему это происходит. Потому что несколько состояний, в том числе патологических, могут быть при вот таких проявлениях, о которых вы мне говорите. А пигментация после царапин кошек – это естественный процесс, просто она бывает усилена у людей с определенным типом кожи, либо в определенном периоде жизни. То есть в более молодом возрасте быстро все проходит бесследно, в более старшем возрасте менее. Ну и кошачьи царапины, они отличаются своей травматичностью и долгим процессом регенерации. Ну, обычно, да, сразу видно, когда у человека дома кошка. Да. Но, коль уж мы переместились так в раздел заболеваний, давайте, может быть, обозначим, вот, какие у нас наиболее часто встречающиеся заболевания в регионе есть, или они, в принципе, характерны для всех регионов страны? Что сказать про нашу республику? Ну вот мы отмечаем сейчас учащение таких заболеваний, как склеродермия. Стали чаще обращаться молодые пациенты с диагнозом псориаз, атопический дерматит. Осложняются очень часто хронические дерматозы, такие как экзема, вторичной инфекцией. Что касается заболеваний бактериальной, вирусной природы, они присутствуют, тоже в сезон года учащаются, какой-то сезон года летом уменьшаются или там зимой. Вот. Но мы видим, что молодеют кожные болезни. А с чем это связано? У нас слабеет иммунная система? Я бы сказала, что это, предположила бы так, на основании той информации, которой я владею. Иммунореактивность наша изменилась. Человек стал более подвержен факторам, таких как вот и климатические вот наши изменения, которые мы сейчас все очень хорошо наблюдаем и ощущаем. Затем вот именно косметические средства, которые обрушились просто на человека. Да, их очень много, они разнообразные, каждый предлагает свою степень красоты, ухода и комфортности. То есть люди иногда чувство меры их покидает, и они пользуются всем подряд. Затем использование средств детергентов, очищающих, это различные бытовая химия. И терапия, то есть самолечение пациентов, которые могут применять для лечения даже простых кожных проблем какие-то сильнодействующие препараты, не зная об их истинном назначении и действии. Это мы наблюдаем достаточно часто. И самолечение порой приводит к тому, что осложняется течение дерматозов, либо они протекают менее благоприятно, чем хотелось бы.
На какие изменения кожи прежде всего надо обратить внимание, чтобы понять, что пора сходить уже к специалисту и посоветоваться? Ну, первое – это высыпание. То есть патологические элементы, которых в норме нет, но и вдруг они стали появляться, сопровождающиеся зудом, воспалением, в которое включает в себя отек, изменения как-то кожи, даже цвета кожи, появление каких-то, может быть, неприятных ощущений даже того же зуда. Нужно сходить к доктору и осмотреться. Ну или там, если, допустим, какие-то пятна и так далее. Да, тогда мы всё. должны оценить. То есть первоначально нужно исключить инфекционную патологию, и затем мы осматриваем, и человека ориентируем, нужно ли ему оставаться у дерматолога на лечении, либо обратиться к другому специалисту, потому что очень часто проявления заболеваний со стороны других органов, они могут иметь первые проявления на кожном покрове. То есть действительно кожа такая карта тела получается, да? Совершенно правильно, да. Есть у нас такое. снова телезритель, который хочет пообщаться. Добрый день. Алло. Да, здравствуйте, здравствуйте. мы вас слушаем. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, у меня такой вопрос, связанный с кератомами кожи. Скажите, пожалуйста, в последнее время очень много их стало появляться на теле, в том числе и на лице. Не подскажете, следствием чего это может являться? Ну, кератомы это или нет, скорее всего, решит специалист. И почему они стали появляться именно у вас, тоже решит специалист. Заочно, уважаемые телезрители, очень сложно определить вот эти причины. Они могут быть разные. Если вы правильно думаете, что это кератомы, тогда это может быть, например, избыточное УФО-облучение, как естественное, так и может быть искусственное. Либо это наследственность, иногда это наследуется. Либо это возраст человека, который предполагает их формирование. Вот. Либо у вас есть какие-то проблемы ваши индивидуальные, которые существуют и формируют вот эти образования на коже. Но, может быть, вы не правы в своем диагнозе. Да, чтобы быть Вот. точно, лучше все-таки Да, сходить. нужно, чтобы посмотрели, потому что много очень нам приходится дифференцировать, очень похожие элементы между собой. И даже нам, врачам, нужно время, чтобы определиться, либо специальное обследование, чтобы правильно поставить диагноз. А уже человек иногда не всегда может это сделать. Ну вот дозвонилась до нас девушка, и я сразу подумал о других тоже девушках и некоторых ребятах, мужчинах тоже, которые зимой хотят компенсировать солнце походом в солярий. Сейчас, может, я ошибусь, что таких людей стало меньше, но тем не менее, такие люди есть. Они сильно рискуют тем, что зимой идут в солярий? Или наоборот, это для кожи может быть хорошо? Вы знаете, опять-таки однозначного ответа нет. Все можно. Все можно в меру, и нужно обязательно понимать, разбираться в техническом оснащении того или иного солярия, какие лампы, что и как они обслуживаются, эти приборы, как правильно проводятся процедуры, что используют в этих соляриях, какие, может быть, защитные средства и прочее. От этого очень много зависит. И второй вопрос – это тип кожи человека и дозирование данных процедур. Обязательно должно быть, и просчитать надо риски. Если какие-то есть пигментные образования, либо высыпания на коже, лучше проконсультироваться у специалиста и понять, насколько вам это показано, так скажем. А вот говорят, если много родинок на теле, тоже вредно загорать. Это правда или такой миф тоже? Ну, не то, что это миф. Обычно мы рекомендуем избегать инсоляции такой усиленной, интенсивной. Мы даем рекомендации, как лучше поступить человеку с данными состояниями в той или иной ситуации. Но риски, видите, они могут... У каждого есть, наверное. Да, они есть у каждого из нас, но насколько они себя проявят и какая будет манифестация, никто не знает. Еще раз хочу повторить, во всем нужна мера и здравый смысл. Есть у нас снова на связи телезрители. Добрый день. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. У меня вот такой вопрос. У меня рак молочной железы, диагноз, я уже курс лечения прошла, но у меня грибок на коже и на ногтях, ногах. Вот. Я не знаю, какими медикаментами, чем можно лечить при заболевании. Прежде всего, вам нужно Спасибо. обратиться к специалисту, сделать необходимое обследование, провести, чтобы уточнить наличие микотического поражения. Возможно, даже мы уточним вид
гриба, который присутствует на ногтевых пластинках, и оценить степень поражения ногтевых пластинок, и тогда вам доктор назначит лечение. Самолечение здесь неуместно, тем более вы озвучили свое состояние, возможно, потребуется коррекция еще общего характера, чтобы вы хорошо перенесли препарат и не ошиблись в выборе метода лечения. То есть надо тут конкретно нужно подобрать Конечно, препарат, конечно, чтобы- да, вот так вот огульно сказать. Их очень много препаратов, Сейчас, да, большое количество антимикотиков, да. Но нужно ли вам только проводить местное лечение, либо системно, решит только врач, который вас осмотрит. Так что, да, запишитесь по возможности на прием. А вообще вот микоза, если так правильно, да, Да, говорите, грибок, если по-народному, тоже, наверное, часто встречается у людей? Да, часто встречаются. Но успешно лечится. Лечение есть, методы тоже есть разные, в зависимости от степени поражения ногтевых пластинок. Так что главное, чтобы человек все-таки обратился к специалисту. Самолечение далеко не всегда приводит к положительному эффекту, потому что кроме препаратов нужно еще провести сопутствующую терапию, правильную обработку ногтевой пластинки, правильно осуществлять уход за обувью, за стопами, за кожей стоп. Это все говорит специалист-врач квалифицированно и подробно. А вот, допустим, потрескавшаяся кожа на пятках, тоже, наверное, часто встречающийся вариант. Да, такой, очень часто. Это Но вот о чем здесь может могут быть, во-первых, либо дефекты ухода, либо возрастной период, при котором формируется уже плоскостопие, то есть нагрузка большая на стопу, и могут формироваться вот такие изменения, либо наличие вот вторичной инфекции, в частности, микозов, бактериальной флоры. Тоже надо смотреть. Либо это могут быть какие-то, может быть, недостатки ухода и косметики. Некоторые очень злоупотребляют использованием различных отшелушивающих средств, либо вот таких вот скрабирующих, там, применяют грубые средства для того, чтобы брать этот вот ороговевший слой. Поэтому лучше, чтобы все-таки объяснил специалист. Сейчас, по-моему, легко и доступна эта консультация такого рода. Так что, уважаемые телезрители, лишний раз постойте перед зеркалом, посмотрите на себя или попросите близкого человека это сделать, чтобы вовремя обратиться к специалисту и решить проблему с одним из с самым большим органом нашего организма, с кожей. Желаем, чтобы она у вас была здоровой. Вам я тоже желаю здоровья. Желаю, Спасибо чтобы все большое. ваши пациенты проходили правильный курс лечения и тоже уходили здоровыми от вас. Спасибо вам Спасибо тоже. вам Всего большое. наилучшего. Спасибо большое. Друзья, с вами мы не прощаемся. Увидимся после рекламы. У нас есть еще одна тема для обсуждения. Оставайтесь на Юргане. Продолжается рабочий полдень на Юргане. Наш телефон 46 90 60. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня поговорим, вот в это ближайшее время, поговорим об обязательном медицинском страховании. И вот я хотел представить вам нашего сегодняшнего гостя, который нам расскажет по этой теме, ответить на наши вопросы. Людмила Павликова, специалист территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми. Людмила Ростиславовна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, уже с прошлого года, вот по приказу Федерального фонда обязательного медицинского страхования в России работает Институт страховых представителей. Кто эти люди и что это значит для владельцев полисов? Но я бы хотела сначала отметить, что в соответствии с федеральным законом об обязательном медицинском страховании наши граждане имеют право на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в рамках программ обязательного медицинского страхования. Имеют право на получение от территориального фонда обязательного медицинского страхования информации о видах, качестве и условиях предоставления медицинской помощи и также от страховых медицинских организаций и от медицинских организаций, и имеют право на защиту прав и законных интересов в системе обязательного медицинского страхования. Ну, вы знаете, что приоритетными направлениями здравоохранения является профилактика заболеваний, а также качественная и доступная медицинская помощь. И вот с этой целью Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Министерство здравоохранения Российской Федерации разработали ряд документов, которые регламентируют порядок сопровождения застрахованных лиц при оказании медицинской помощи страховыми представителями страховых медицинских организаций. Это направлено на улучшение доступности медицинской помощи, повышение качества медицинской помощи и развитие профилактического направления в здравоохранении.
В страховых медицинских организациях на сегодняшний день на территории Республики Коми работают 22 страховых представителя первого уровня, 36 страховых представителей второго уровня и 5 страховых представителей третьего уровня. А вот что это за уровни, что они означают? Значит, в страховых медицинских организациях созданы контакт-центры, которые работают в круглосуточном режиме, где принимаются обращения от застрахованных граждан, как на горячую линию, так и по телефонам служб защиты прав застрахованных лиц. Принимаются телефонные звонки, принимаются письменные заявления. Основной поток обращений идет на страхового представителя первого уровня, и он осуществляет передачу информации справочно-консультативного характера. Это вот такой колл-центр, так называемый, Колл-центр, да, Мгм. по всем вопросам, касающимся оказания медицинской помощи. А если страховой представитель первого уровня не может дать соответствующую информацию по запрашиваемому по вопросу, который интересует застрахованное лицо, то уже на эти вопросы отвечает страховой представитель второго уровня. Кроме этого, страховой представитель второго уровня уже рассматривает и письменное обращение граждан, и сопровождает застрахованное лицо на всех этапах оказания ему медицинской помощи непосредственно. Ну, в частности, вот большое внимание в этом году уделяется, как и в последующие годы, так скажем, будет уделяться именно профилактическому направлению, прохождению различных видов профилактических осмотров и диспансеризации застрахованными гражданами. Ну, понятно, конечно, что прежде всего, так скажем, ответственность за состояние своего здоровья несет непосредственно гражданин. И тем более в плане профилактики заболеваний. Это без сомнения. Да, но вот помощь в прохождении этих профилактических осмотров и диспансеризации ему активно начала оказываться страховыми представителями страховых медицинских организаций. А где, кстати, можно вот узнать, например, телефон горячей линии? Это на сайте, может быть, есть? Телефоны горячей линии расположены во всех медицинских организациях, во всех страховых медицинских организациях. То есть при приходе в медицинскую организацию, при входе висят стенды страховых медицинских организаций, где есть вся информация и о горячей линии, и о телефонах служб защиты прав застрахованных граждан, и телефонов Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Поэтому информация доступна, она доступна на всех носителях информационных, и в том числе и на сайтах страховых медицинских организаций. Поэтому можно звонить круглосуточно вот, в страховые медицинские организации и уточнять все вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи. Уже такие звонки поступают? Есть уже люди, которые... Таких звонков, конечно, очень много, исчисляется тысячами. Вот, поэтому разного характера, то есть и касающиеся нарушения прав застрахованных граждан, и справочно-консультативного характера. И могу сказать, что примерно раза в 2, наверное, увеличилось количество звонков вот с введением вот этих контакт-центров, потому что, во-первых, наладился учет этих звонков. Поэтому людей интересуют многие вопросы по оказанию медицинской помощи и по нарушению их прав. Это уже получается вот помощи. Специалист колл-центра уже получается, вот если тебе там оказали не так, как надо, медицинскую помощь несоответствующую, ты позвонил, тебе уже человек там может Да, либо рассказать. помогают сразу же, как только вот наступил этот случай, когда имело место нарушение в оказании медицинской помощи, либо для этого требуется какое-то дополнительное рассмотрение дополнительных документов, поэтому застрахованному лицу предлагается оформить письменное заявление. И тогда уже второй организацию. уровень, да, подключается уже? Подключается уже и второй уровень, а при необходимости, предположим, если есть необходимость проведения экспертизы качества медицинской помощи, уже подключается третий уровень. Это, как правило, уже эксперт качества медицинской помощи. Вот, поэтому основная задача, конечно, я опять же говорю, это профилактическое направление, поэтому существует информационный ресурс между участниками обязательного медицинского страхования. Это страховые медицинские организации и территориальный фонд обязательного медицинского страхования о прохождении застрахованными лицами профилактических осмотров. То есть вся информация о том, кто подлежит профилактическим осмотрам, кто прошел профилактические осмотры, она имеется на
в информационном ресурсе Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Информацию о ней имеют и медицинские организации, и страховые медицинские организации. И задача страховых представителей вот, отслеживать эту информацию, выяснять причины непрохождения диспансеризации гражданами или профилактических осмотров и направлять их, соответственно, в медицинские организации, предлагать им пройти медицинский осмотр. Вот, путем это вот уведомление о необходимости проведения прохождения профилактического осмотра, они направляются, как правило, СМС-сообщения, телефонные звонки, вот, выход различной информации в средствах массовой информации, вот, ролики и так далее. Поэтому задача, конечно, наша совместная со всеми участниками обязательного медицинского страхования, чтобы как возможно больше граждан прошли профилактические осмотры. Ну что ж, я надеюсь, что эти колл-центры, специалисты вот, 3 уровней помогут нам с вами действительно получить доступ к качественному медицинскому обслуживанию лишний раз, если это понадобится, конечно. Но не будем, как вы сказали, забывать о профилактике, уважаемые друзья. Поэтому мы желаем еще раз вам здоровья, конечно же. Спасибо вам за то, что вы нам рассказали. Воспользуйтесь информацией, если она вам действительно необходима. Запомните об этом. И напоминаю, друзья, что посредством функции управления просмотром IP-телевидения Ростелекома вы можете пересмотреть эфир рабочего полдня или посмотреть все программы, записи всех эфиров на сайте телекомпании jurgen.rf. Будьте здоровы, до свидания, всего вам самого хорошего. Будьте здоровы.